Ингуши удостоены высших военных наград за храбрость и героизм. Бесстрашием и подвигами отличились наши земляки в составе Российской императорской армии во время Первой мировой. Это 26 полных георгиевских кавалеров и 9 кавалеров золотого георгиевского оружия, 4 кавалера ордена Святого Георгия 4-й степени, Мачхо Базоркин, Сосланбек Бекбузаров, Хаджимурат Богатырев, Эльберт Нальгиев, Тонт Укуров, Султанбек Боров и не только. Множеством наград отмечен полный георгиевский кавалер Бексултан Бекмурзиев. За бой 6 июля 2015 года у деревни Колотрубки ему был вручен Георгиевский крест 2-й степени. Позже, 20 июля, будет приказ по 2-му кавалерийскому корпусу, согласно которому он награждался Георгиевским крестом 1-й степени. Дальше, уже 1 августа того же года, его наградили Георгиевским крестом за боевое отличие при взятии города Станислава еще в февральских боях. К 250-летию со дня образования Ингушетии по поручению главы Махмуда Али Калиматова из средств Национального фонда развития были заказаны портреты 5 георгиевских кавалеров Российской императорской армии. Это Тонт Укуров, Сосланбек Бекбузаров, Сафарбек Майсагов, Банухо Базоркин и Эльберт Нальгиев. Все эти работы выполнил на масляной технике по заказу главы Ингушетии известный художник Геннадий Кравшура. Сегодня они украшают центральный холл Дома культуры Сунжи. Репродукция картин 5 георгиевских кавалеров Российской императорской армии, а также Горского кадетского корпуса и не только. А оригиналы портретов будут висеть в современной художественной галерее в Сунже. Огромный вклад внесли наши земляки в победу над фашизмом. Невозможно измерить участие ингушей в Великой Отечественной войне. Высшего звания Герой России удостоен капитан Руслан Гудантов, командир звена штурмового авиационного полка Шервани Костоев, летчик-бомбардировщик Ахмед Майсагов, которого прозвали Горным Орлом. Успешно громил врага и легендарный ингушский летчик-истребитель младший лейтенант Мурат Аздоев. За время войны он совершил 248 боевых полетов и лично сбил 8 самолетов противника. В январе 1944 года в ходе боевого вылета истребитель Аздоева был поврежден огнем зенитного орудия. Тогда пилот направил горящий самолет на эшелоны врага, а сам в последний момент выбросился с парашютом. Он пережил плен, но все же смог вернуться в ряды армии. Мурат Аздоев награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, а спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны был удостоен звания Героя Российской Федерации. Первым высокого звания Героя России был удостоен генерал-майор авиации Суланбек Асканов 7 февраля 1992 года, когда Асканов выполнял очередной полет, у самолета произошел неожиданный отказ управления. МиГ стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет от домов, но сам катапультироваться не успел. Еще одни герои современной России, еще одна верность Отечеству. От рук бандитов 21 июня 2004 года погиб исполняющий обязанности министра внутренних дел Ингушетии Абубакар Костоев. У него остались жена и 5 детей. 15 пуль лишили жизни и полковника ФСБ Алихана Калиматова, обстрелянного неизвестными. Дома его ждали супруга и сын. По дороге на работу были обстреляны секретарь Совбеза Ингушетии Ахмед Катиев и его водитель. Оба погибли. Все эти люди удостоены звания Герой России и медалями «Золотая звезда» посмертно. Генерал-лейтенант, первый президент Ингушетии Руслан Аушев более 10 лет воевал в Афганистане. Удостоен звания Герой Советского Союза. Юнусбек Евкуров в числе обладателей Золотой звезды Героя. Для нас герои – те, кто носит Золотую звезду, и те, кого удостоили высокой награды посмертно. Те, кто защищал Отечество от фашистов. И те, кто в 2004-м в роковую ночь встретился с врагом. И те, кто сегодня блестяще защищает нашу страну в ходе специальной военной операции на Украине. Сегодня мы отдаем дань памяти героям Отечества. Герои Отечества, у каждого из них своя судьба и свой подвиг. Они защищали интересы страны и, не жалея своей жизни, шли за победой. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, прошло на территории мемориала памяти и славы в Назране. К собравшимся обратился глава республики. Махмуд Али Калиматов отметил, что сегодня страна и республика гордится славными земляками, которые бесспорно являются достоянием и гордостью России. Они представляют честь, славу и достоинство для каждого из нас. У каждого времени есть свои герои. Всегда в нашей стране было много незаурядных личностей, чей воинский, трудовой или духовный подвиг являлся гордостью многих поколений, служил основой патриотизма, любви к своему Отечеству.
История Ингушетии полна таких примеров. На ее славных страницах увековечены сотни имен мужественных, храбрых личностей, которые в самые трудные времена вносили свой бесценный вклад в защиту. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что в России живут люди разных национальностей, вероисповеданий, взглядов и убеждений, но уважение к героям Отечества, к их подвигу объединяет всех нас, дает силы, энергию, стремление идти вперед, укрепляет наше единство, убежден, так будет во все времена. Они всегда будут живы в нашей благородной памяти. Генералы и офицеры. Имена Эльберта Нальгиева, Сослана Бекбузарова, Бунхо Базоркина, Арсханова, Алисхана Плиева, Зурбек Борова. Для нашего народа они крайне важны. Свет их подвигов, их высокий смысл и цель освещает дорогу каждому жителю Ингушетии, служит нравственной основой для его мировоззрения. В годы борьбы с фашистами на всех фронтах Великой Отечественной войны уроженцы Ингушетии проявили героизм, воинскую доблесть и отвагу. Наши земляки участвовали в самых ожесточенных и кровопролитных сражениях, защищая от врага Ленинград, Москву, Сталинград, Курск, Воронеж, Ростов, Малгобек и еще сотни городов. Они всегда с нами. Мурат Аздоев, Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев и десятки других воинов, представленные годы войны званием Героя Советского Союза. Время и память людская уже подписала эти документы, подтвердили их великий подвиг, и для нас они все настоящие герои. В этом списке наши люди, чьи фамилии выбиты на плитах десятков мемориальных памятников стел, свидетельств их бессмертного подвига, они навечно в истории воинской славы России. Показали пример невероятной смелости и решимости и храбрости. Герой Советского Союза, первый президент Республики Ингушетия Руслан Султанович Аушев, первый герой России, летчик Асканов и целые плеяды героев страны. Юнусбек Евкуров, Мариям Ахметовна Арабханова, Абубакар Султанович Костоев, Алихан Макшарипович Калиматов, Руслан Муратович Нальгиев, Ахмед Макшарипович Катиев, Абубакар Хасанович Костоев, Хамхоев Адам Ирахович. Они заслужили искреннее уважение и всенародную любовь, как и наши замечательные звезды Трудового фронта, которые в разные годы и до наших дней являются образцом ответственной работы и умения приносить огромную пользу родному краю и в целом нашей стране. На каждом участке политической, социальной, культурной, экономической жизни у нас трудятся люди, которые берут на себя главные трудности, демонстрируют высокую профессиональную подготовку и отдают все свои силы на благо народа и страны. Эти скромные, достойные люди, в них важнейший человеческий ресурс современного общества, его готовность преодолевать любые испытания. Уроки и поступки предыдущих поколений учат нас находить правильные решения сегодня. И в сложный служебный долг в ходе специальной военной операции на Украине множество раз показали мужество и храбрость, смекалку, крепкий характер и силу духа. Подвиги многих из них отмечены высокими государственными наградами. Они настоящие наследники героев Отечества. Мы ими восхищаемся и гордимся. Весь этот запас человеческой прочности никогда не ослабнет у многонационального народа России. В Ингушетии всегда были и будут люди, в сердцах которых живет любовь к своей стране, родной земле и народу, готовность отдать за их счастье и благополучие всех знания и силы, и при необходимости саму жизнь. Я хотел бы поздравить сегодня с Днем Героев Отечества, чьи воинские трудовые победы являются бесценным наследием российского единства. Будем достойны их
таких славных имен. Хотел бы пожелать нам мира, счастья, процветания родной нашей республики Ингушетия и нашей большой родины Россия. Особо отметил глава региона заслуги ингушских военнослужащих, которые блестяще выполняют задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что гордится каждым из них. Они настоящие воины, и мы должны и гордимся, и будем гордиться ими, потому что независимо от того, они десятками там награждены орденами мужества, и ребята, которые у нас и уехали, и находятся там, и которые вернулись, меняются. В любом случае, мы уделяем внимание. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. А также возложили цветы к вечному огню. Достойно в ходе специальной военной операции себя проявил Адам Арабханов. В зоне проведения СВО они с братом находились с самого начала на передовой. Указом президента России 15 июля 2022 года они награждены медалями за отвагу. Участвуют в специальной операции. Каждого героя он я как что хек хансто вы гала мягко дабы харж буатсы что барон жидар то хансто ор гала орбак ор гала ган корбат общий да вот чадик да хекап ган шпадря кадика юкша ча вы страна чадик результат вы республик зангели вы герои вы участвуют в спецоперации докубы дикда хекап ган шей. День Героев Отечества – это еще один повод отдать дань памяти всем, кто, не жалея сил и здоровья, борется за мирное небо над головой и достойное будущее потомков. Рина Сычоева, Хамзат Халухоев. Новости 24.